Я нахожусь около КПП особой экономической зоны Алабуга. После инцидента здесь усилили меры безопасности. Каждую машину тщательно досматривают, а также выставлена вооруженная охрана. Первое официальное сообщение об атаке беспилотников на объекты Татарстана появилось в 8 часов 12 минут. В соцсетях и телеграм-каналах стали появляться кадры от очевидцев. На этом ролике видно, дрон пикирует и затем происходит взрыв. По сообщению автора, это Елабуга. Есть несколько фотографий разрушенного общежития и предприятия в особой экономической зоне Алабуга. Соседи слышали утром. Они меня спрашивают: вы, говорит, не видели? Я говорю: нет, не видела, не слышала. А они что слышали? Когда зубы чистили, взрыв слышали. По телефону так узнал. И потом уже мне сестра звонила. В Заинске живет. И она меня отправила. Там у нее как раз сын студент. И сын позвонил и сказал: мама, нас, не буду говорить там. Я его видел, этот самолет. Он летел над парком. Житель Елабуги, служивший в ПВО Владимир Бессмертных, видел этот беспилотник. И как специалист говорит, как можно от таких защититься. Я на С-200 служил. Я думаю, что если здесь поставить, по низколетящим целям поставить, последнюю, как говорится, типа зениток. Сейчас же у нас много таких интересных. Мне кажется, ничего страшного. Атаку дронов почти сразу же после случившегося прокомментировал генеральный директор особой экономической зоны Алабуга Тимур Шагивалиев. Он записал видеообращение на фоне пострадавшего здания общежития, подчеркнув, беспилотники оснащены оборудованием стран НАТО. Но, по словам Тимура Шагивалиева, этим нас не запугать. Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию. Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. 2 человека ранено. Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а в 1945 году брали Берлин, не получится. Ситуацию в Нижнекамске прокомментировал глава района Рамиль Муллен. Как он сообщил ТАСС, система радиоэлектронной борьбы перехватила атаковавший НПЗ в Нижнекамске беспилотник. Также мэр призвал граждан не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Система радиоэлектронной борьбы перехватила атаковавший НПЗ в Нижнекамске беспилотник. Пострадавших, разрушений нет. Это был самолетного типа дрон. Он не взорвался, его обезвредили. Пожара нет, все под контролем, все службы работают. По последним данным Минздрава, в Елабуге и Нижнекамске погибших нет. По состоянию к часу дня в результате взрыва пострадали 13 человек. Все студенты, в том числе 2 несовершеннолетних. Всех доставили в Елабужскую ЦРБ, 5 после обследования отпустили, остальные в состоянии легкой и средней степени тяжести. По данным медиков, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия сегодня все спокойно, паники нет. Все работают в штатном режиме. Только усилена охрана и пропускной режим на промпредприятия. Сейчас спокойно, понимаем ситуацию, по телевизору слышим, что везде что-то происходит. Но произошло, надо как-то иметь терпение. Паники нету. Все переживают, а паники нет. Все обсуждают, но паники нет. Как сообщил Следственный комитет России, он будет расследовать атаку на города Татарстана и обстрелы Белгорода и Донецка. Ведомство обещает установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений. Рамиль Галиуллин, Дмитрий Аринин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Елабуга, Нижнекамск.